Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы продолжаем искать и рассказывать вам о ярких событиях столетней истории ТССР. 10 марта 1932 года постановлением ВЦИК рабочий поселок Парадск был преобразован в город и получил название Зеленодольск. Название города тогда закрепили как историческое название населенного пункта и ЖД-станции. В этот день, в 1991 году, в преддверии выборов президента России, сторонники депутатской группы «Равноправие и справедливость» Верховного Совета Татарстана проводят в Казани массовый митинг в поддержку Бориса Ельцина. Тогда на выборах он набрал 57% голосов. В 1992 году президент Татарстана подписал указ об административной ответственности за посягательство на национальное равноправие граждан в республике. А мы возвращаемся к событиям этого дня и сегодня в выпуске. Женщин с детьми и на учебу отправят, и стипендию заплатят. В этом году мы, помимо этих женщин, обучаем и тех, у кого есть дети дошкольного возраста, от 0 до 6. Как национальный проект поможет женщинам в этом году, расскажет Вероника Гайнутдинова. Реакция на вирус. Про запасы взять, перестраховаться можно. Что происходит в набережных Челнах, узнал Рамиль Галиулян. Куда уходит детство? Конкретно формулируем вопрос, и это абстрактные ответы мы получаем. Многодетная семья из Аксубаевского района не может получить деньги на содержание приемных детей. Почему? Выяснял Рамиль Шайдуллин. До окончания дачной амнистии остался год. Если объект уже построен, лучше, конечно, и легче обратиться сегодня за регистрацией. Как усложнится процесс оформления дачных участков уже в марте 2021-го, узнавал Сергей Хайдаров. Неожиданное обнуление, затмившее обвал цен на нефтяном и фондовом рынках, ослабление рубля и даже коронавируса. Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Настоящей сенсацией стала одна из них. Ее предложила Валентина Терешкова – обнулить президентские сроки для действующего президента страны. С ее же подачи можно было бы вообще убрать из Конституции ограничение президентских сроков. Обсудить эту экстраординарную инициативу Владимир Путин лично приехал в Госдуму. Он заявил, он против того, чтобы вообще исключить ограничение президентских сроков. Но обнулить для действующего президента допустимо, если на то даст добро Конституционный суд, и это будет поддержано на всенародном голосовании. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. В итоге 380 из 450 депутатов проголосовали за данную поправку в том виде, как это предложил Владимир Путин. Поддержан был и весь блок поправок, в том числе и формулировка о государствообразующем народе. Также сегодня Владимир Путин развеял еще одну будоражащую тему. Досрочных выборов в Госдуму не будет. Точку зрения известного финансиста и банкира Юрия Коптелова на обвал цены на нефть, падение фондового рынка и ослабление рубля читайте в эксклюзивном интервью интернет-газете «Реальное время». Никакие финансовые трудности не должны сказаться на исполнении национального проекта «Демография». В Татарстане готовы переобучить не только мам в декрете, но и безработных женщин с дошколятами. Для них организуют бесплатные курсы. Как воспользоваться этим шансом? Ответ у Вероники Гайнутдиновой. Здравствуйте. Я хотела бы узнать по поводу переобучения мамочек. Диана Зинурова, мама в декрете. Сыну 1,5 года. После выхода из отпуска по уходу за ребенком хочет работать социальным работником. Поэтому сейчас сядет за парту. Это, конечно, отличная возможность быть более конкурентоспособной на рынке труда. И почему бы и нет? Новая специальность никогда не повредит. Мы проводим групповые консультации. Мы разъясним, значит, что это за программа, какие льготы есть для отдельной категории женщин. Такая программа для женщин в декрете в Татарстане есть больше 10 лет. Сейчас она заработала по всей России по национальному проекту «Демография». Если раньше бесплатно обучаться могли только женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, то с этого года смогут безработные с детьми дошкольного возраста. Мы здесь преимущественно приглашаем женщин, чьи детям сегодня, ну так скажем, в этом году, в 2020 году исполнится 3 года. И, соответственно, одновременно получив сейчас какое-то образование в рамках переобучения, эта женщина
в конце года, в начале 2021 года выйдет на работу. А до этого во время обучения женщины смогут получать стипендию 12 тысяч рублей в месяц. Около 40 женщин уже начали обучение. Они освоят профессии кондитера, бухгалтера, парикмахера, визажиста. Всего до конца года планируют обучить 1500 женщин. Еще одно нововведение – федеральный проект «Старшее поколение». Теперь обучение будут проводить для предпенсионеров в возрасте 50+. Было только 55+. В одной торговой сети женщины были упаковщицами, но переобучившись, они перешли на более высокую квалификацию, на более высокооплачиваемый труд. На обучение почти 1400 человек в этом году выделили 110 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. К обучению приступили уже больше 100 предпенсионеров. Вероника Ганудинова, Вадим Ларионов, ТНВ. Казань. Перенимать опыт у немецких коллег поехал главный эколог республики. Александр Шадриков сегодня в Дрездене посетил местный завод по термическому обезвреживанию мусора. Германия первая в Евросоюзе по объемам переработки. Здесь ему показали, как утилизируют бытовой и промышленный мусор. Отметим, на предприятии применяется тот же принцип, который предполагается и в Татарстане. Завод мощностью 225 тысяч тонн в год находится в 300 метрах от крупного населенного пункта. Роспотребнадзор призвал в час пик не ездить в общественном транспорте и не посещать места с большим скоплением людей. Такие меры связаны с коронавирусом. Рекомендуется использовать и одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Как найти маски? Сегодня обсуждению этой темы посвятили совещание в Челнах. Заболевших коронавирусом здесь нет, но и масок в продаже уже тоже. Для здоровых людей не обязательно. Но про запасности взять, перестраховаться можно. Одна аптека, другая. И везде, как мы увидели, масок нет. У нас они были, их забрали за 2 дня буквально. Массово в Автограде скупают не только маски, но и бумажные одноразовые платки и антисептики для рук. Их дефицит стал главной темой в мэрии. Они бывают и мгновенно практически выкупаются. В открытой продаже, в доступе, к сожалению, медицинских масок нет. Каждое предприятие должно для себя свой алгоритм найти. Централизованной системы, наверное, сегодня нету. Она ушла в лету, канула в лету. Плановой экономики тоже нету. Каждый ищет поставщиков там, где найдет. Как говорят, недосдачу создают и перекупщики, которые стремятся нажиться на вирусе. 2 недели ищем маски, и вот эти прокладки, прослойки, которые сейчас на этом бизнес и деньги делают. Вот вы озвучили 8-9 рублей. Скажите, пожалуйста, где 8-9 рублей? Мы находим только 20 и 50 рублей. При этом медики напоминают, маски не защищают от вируса 100%. Чтобы не заболеть, нужно чаще мыть руки и избегать массовых скоплений людей. Предприятиям города поручено лучше следить за здоровьем своих сотрудников. Это вот второй момент, касающийся всех. И работников муниципальных учреждений, и акционерных обществ, компаний. Если есть первые признаки ОРВИ, отправляйте своих людей на больничный. Сейчас заболевших коронавирусом в городе нет. В инфекционной больнице Автограда под наблюдением находится более 20 человек. Это люди, вернувшиеся из-за границы. Согласно предписанию, находятся под медицинским наблюдением специалистами медицинских учреждений в течение 14 дней с проведением ежедневной консультации и термометрии. Также в городе рекомендовано не устраивать массовые мероприятия и ограничить командировки сотрудников в другие страны. Рамиль Галиуллин, Дмитрий Аринин, Виктория Евсеева, Ильнур Мустафин, ТНВ, Набережные Челны. Они уже готовы ходить в масках круглые сутки, чтобы хоть как-то защитить себя. Не вдохнуть и не уснуть. С такой проблемой к нам обратились и жители села Азьмушкино Тукаевского района. По их мнению, металлургический завод загрязняет воздух и шумит по ночам. Почему дышать нечем, а пробы ничего не показывают, разбирался Салават Мухаммадуллин. Словно пожар или ураган, уже привычный пейзаж для жителей Азьмушкина. В итоге в воздухе едкий дым. Воскресенье, суббота, дым коромыслом. Как праздники. Вместе с неприятным запахом этот же завод издает сильный шум, говорят местные жители. По нашему мнению, да, что все шумы издает металлургический завод. Они отбивают шлаки, там есть какой-то специальный отбойник, трактор-отбойник, который отбивает шлак. Вот. И вот он очень сильный шум издает именно в ночное время. Дома здесь начали строить в 2013-м. Завод начал работу на полную мощность 2 года назад, говорят владельцы участков. За это время сюда уже не раз вызывали экологов. Либо предупреждается это как-то. Ну, на момент, когда производится забор каких-то анализов для
экспертизы, получается, что все в норме. Дело в том, что экологи не могут проводить замеры на территории завода. Но с проверкой туда нагрянули уже Роспотреб и Росприроднадзор. Мы не хотим, чтобы завод закрылся. У нас нету такой задачи. Нам без разницы. Пусть, наоборот, работает, экономику страны, республики поднимает. Но мы не против этого. Мы против вот этих вот швов. Результатов проверок пока нет. Они готовятся, сообщили на наш запрос в контролирующих ведомствах. Прояснить ситуацию мог бы и сам завод. Для этого мы еще на прошлой неделе отправили запрос на имя руководства. Но с этого момента прошло уже 5 дней, а ответа все нет. Судя по словам секретаря, на металлургическом комбинате марафон совещаний. Я дала информацию, все, то, что вы мне прислали по электронке, все дала руководству. А вы же говорили, спросите. У нас пока что совещание, я не могу попасть к руководителю. Мы надеемся, что предприятие все-таки ответит на запросы, и мы узнаем их позицию по этому проблемному вопросу. Пока же, как сообщили в исполкоме, район пытается решить вопрос своими силами. В весенний период запланировали посадку деревьев уже на территории Альмушского сельского поселения. Формат лесопосадок. И в то же время ситуация, как говорят жители местных сел, лучше не становится. Изменится ли она после проверок? Мы будем следить за этой ситуацией. Салават Мухмадуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район. О своей проблеме жители села Измушкино сообщили нам в редакционный WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Информацию принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. И вот еще одно сообщение, после которого мы поехали в Аксубаево. Многодетная семья уже 3-й год пытается доказать, что положенные их приемным детям выплаты были потрачены на нужные цели. В этом сомневаются органы опеки. Теперь родители могут обязать вернуть все потраченные деньги. И это не единичный случай. В ситуации разбирался Рамиль Шайдуллин. Проходите, гости дорогие. Здравствуйте! Детские голоса, гармонь. Говорят, здесь так всегда, когда Максимовы собираются вместе. Мама, папа и 8 детей. 4 кровных, а с 2008-го и 4 приемных. Приняли свое сердечко. Всех 4? Нет, первого, Ангелиночку. Первые приемные дочери тогда было 2 года. Девочки с особенностями здоровья. Потом появились еще 3 малыша. Настя, Саша и Вася. У Насти и Саши схожие диагнозы. И каждый месяц государство оказывает им материальную помощь по инвалидности. Только органы опеки не подтверждают необходимые документы. Причину мы не знаем. Причины разные. Пишем письма, конкретно формулируем вопросы, и это абстрактные ответы мы получаем. Пока письма шлются, но по другим мамам у нас уже суды идут. 16... По словам Татьяны Максимовой, эта история длится с 2017 года. Как приемные родители, они сдают отчеты, подтверждающие, что полученные от государства деньги идут на нужные цели. В их случае лекарства. Документы – это чеки, которые и проверяют органы опеки. То есть они ездят за ними с периодичностью 1 сентября. 13 сентября. Почему же документы до сих пор не подтверждают? Органы опеки объясняют, они проверяют целесообразность трат. Но судя по предоставленным чекам от Максимовых, лекарства, на которые государство выделяло деньги, совсем не детские. Мы сделали запрос в Аксубаевскую ЦРБ педиатру, и от педиатра, значит, поступила информация о том, что некоторые лекарственные препараты с чеков, предоставленных семьей Максимовой, детям вообще противопоказаны. По данным органов опеки, речь идет в среднем о 150 тысячах на каждого ребенка в год. Чтобы проверить, целесообразно ли они потратились, органы опеки обратились в прокуратуру. Прокуратурой Аксубаевского района проводится проверка по информации отдела опеки и попечительства о возможных нарушениях в действиях опекунов несовершеннолетних детей при расходовании средств, выделяемых государством. Проверка по данной информации еще не завершена, но в случае ее подтверждения будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, вплоть до обращения с иском в суд о возврате незаконно полученных средств. Прокуратура проверяет расходование средств на 3 детей Максимовых. Итоги будут известны в течение ближайших недель. По данным органов опеки, в Аксубаевском районе еще 3 похожих случая. Органы проверяют, на что расходовались деньги. Мы будем следить за развитием историй. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Аксубаевский район, Казань. Это новости Татарстана и далее выпуски. Каждый день в России от СПИДа умирает 100 человек. Россия входит в число регионов, где наблюдается рост числа заболевших. Как Татарстан реализует эффективные инструменты борьбы с ВИЧ и делится опытом с регионами, знает Наталья Мезина. До окончания дачной амнистии остался год.
Если объект уже построен, лучше, конечно, и легче обратиться сегодня за регистрацией. Как усложнится процесс оформления дачных участков уже в марте 2021-го, узнавал Сергей Хайдаров. Итоги года и планы по дальнейшему развитию завода Рустам Минниханов обсудил сегодня с руководством «Булгарпива». На предприятии установлено новое оборудование и построен современный логистический центр. Появилось 80 новых рабочих мест для жителей Челнов. В планах завода продолжить модернизацию и увеличить производство к 2022 году. Президент обратил внимание на повышение зарплаты работникам, улучшение условий труда и социальные гарантии. Сегодня на заводе работает 439 человек. Средняя зарплата 32 тысячи рублей. Татарстан вошел в десятку самых быстро развивающихся регионов страны. Данные привели рейтинговое агентство «Эксперт.РА» и фонд «Росконгресс». Оценили замедление инфляции, снижение ставок по кредитам и рост зарплат. Так, наиболее положительной оказалась динамика развития Сахалинской области, которая вплотную приблизилась к Москве. Татарстан с индексом 70% расположился на 8-й строчке. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне особую значимость приобретает информационный проект «Память народа». Там находятся рассекреченные данные тысяч участников войны. Только за последние 3 месяца своих погибших родственников нашли 12 тысяч татарстанцев. Но есть и те, кто ничего не знает. Сегодня клуб воинской славы обращается ко всем районам республики. С чем? Послушал в интервью Сергей Хайдаров. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Спасибо вам огромное, что вы нашли сегодня время. Сразу хочу объяснить зрителю, что мы находимся в музее Великой Отечественной войны, в обновленном музее. Как раз о участниках этой войны пойдет сегодня речь. Мы знаем, что были рассекречены некоторые данные из сайта «Память народа». Расскажите, что это были за данные, все ли данные были рассекречены и для чего это нужно? В 2006 году первый министр обороны Гражданский дал приказ рассекретить потери советской армии во Второй мировой войне. И вот почему мы с тех пор получили возможность узнать хотя бы о судьбе, ну, скажем так, 70% тех, кто не вернулся тогда с войны. У нас по Татарстану пропавших без вести, правда, до сих пор 173 тысячи, но хотя бы каждого 5-го из них сейчас уже реально вернуть, ну, доброе имя, скажем так. И вот эти сведения рассекречены только на сайте «Память народа». Я знаю, что у вас есть идея создать рабочие группы в районах республики. Расскажите, для чего нужны эти рабочие группы, какая перед ними будет стоять задача? Дело в том, что вот именно к 75-летию Победы и к 100-летию республики президент нашей республики Минниханов пошел к нам навстречу. Ассоциация «Клуб воинской славы» получила специальный грант на розыск пропавших без вести по сайтам. И вот сейчас я уже могу доложить, что за последние 3 месяца наша рабочая группа уже нашла более 12 тысяч наших земляков, которые считались пропавшими без вести. Мы сейчас пытаемся создать такие инициативные группы в каждом районе муниципальном. И мы уже передали в 15 районов такие полные списки найденных или каких-то там погибших. Но есть еще очень много районов, которые не вышли с нами на связь, а списки-то есть. Надо искать, пока не поздно. Расскажите, пожалуйста, какие способы коммуникации есть с родственниками без вести пропавших? Да, кроме телевидения и прессы, конечно же, прежде всего надежда на священников в церквях и в мечетях. Потому что если они прочитают хотя бы пофамильно вот этих найденных, то бабушкина почта распространит эту информацию хотя бы по деревням. Вот это очень важный канал. И, конечно же, само собой, мы обращаемся прежде всего к краеведам, к нашим национальным, так сказать. Поисковые отряды уже существуют, но они в основном занимаются военной археологией. А вот краеведы, волонтеры Победы есть у нас теперь, юная армия у нас теперь есть. Вот на них вся надежда. Спасибо большое, Михаил Валерьевич, за эту беседу. Спасибо, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо. В Татарстане смертность среди больных ВИЧ снизилась на 22%. Как этого достичь? Сегодня своим опытом республика делится с молодыми некоммерческими организациями со всей России, от Крыма до Алтая. Почему пока малые города остаются в информационном вакууме в вопросах ВИЧ-профилактики, спросила Наталья Мезина. Через слюну ВИЧ не передается. Нет. Если ВИЧ-инфицированный и, допустим, я сейчас на 2 раздавят вот тот кусок пиццы, я не заражусь. Вперед.
вообще нет. Ровно месяц назад журналист Юрий Дудь выпустил фильм «ВИЧ в России». Его посмотрело уже 16 миллионов зрителей. Спрос на тесты в аптеках вырос в 9 раз, а интернет-запросов в 14. Волну Дудя подхватили и в Татарстане. Незнание элементарной профилактики, дискриминация в обществе, невозможность попасть к врачу и дорогие лекарства – это только часть проблем, которые своими силами решают в регионах. Если в городах это все доступно, и профилактика, и работа с этими группами, то вот, на мой взгляд, в нашей стране игнорируется внимание к мелким городам. Решают эту проблему на первом обучающем семинаре с молодыми инициативными группами со всей России. Как объединить государство и некоммерческие организации в борьбе против ВИЧ, на своем 8-летнем опыте знает победитель гранта президента России. Наркопотребители, заключенные, лица бомж, то есть те группы, которые действительно недоступны для государственных учреждений. Поэтому сегодня эти организации учим, даем им практические инструменты, как наладить работу в своем регионе. За 4 дня молодые специалисты из 7 регионов России получат теоретические и практические навыки в республиканских центрах. Лучшие посетят международную конференцию. Молодым некоммерческим организациям, которые проживают в других регионах России, я думаю, будет полезно узнать именно, как пошагово, с чего начать, куда сделать упор, чего, возможно, не следует делать. В России более 1 миллиона человек живет с ВИЧ. В основном это мужчины и женщины от 30 лет. Только в 2018 году от СПИДа умерло 37 тысяч людей, это почти 100 человек в день. По словам экспертов, это рекордная цифра. Однако положительный результат показывает Республика Татарстан. Здесь смертность заболеваемых снизилась на 22%. Сейчас в Татарстане 7 центров НКО. За прошедший год, благодаря акциям на площадках WorldSkills, Казанском марафоне, чемпионате континентальной хоккейной лиги проинформировано более 12 тысяч населения. Наталья Мезина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В Татарстане соберутся борцы с коррупцией. 12 марта в Казани пройдет первый всероссийский молодежный антикоррупционный форум «Про коррупцию просто». Поделиться знаниями, как можно пресечь мздоимцев, приедут 150 активистов из разных регионов страны. Татарстан, как отмечают, был выбран первым местом такой встречи за хорошие наработки в антикоррупционной политике. В минувшем году каждая вторая проверка дала результат. К ответственности привлекли 150 чиновников-нарушителей. Вне зависимости от каких бы то ни было рангов, вне зависимости от чинов, так или иначе, если выявляются коррупционные правонарушения, то лица в любом случае привлекаются к дисциплинарной ответственности. Проблема коррупции порождает самое главное – это определенное недоверие у молодежи к тем институтам, социальным лифтам, структурам, которые есть в государстве. Успеть оформить по упрощенке. До окончания дачной амнистии остается меньше года. Она завершится 1 марта 2021. Сейчас такой услугой воспользовались более 740 тысяч татарстанцев. Кому не хватит и года, этот процесс в дальнейшем станет в разы сложнее. Кому стоит поторопиться, узнаем далее. Дом 90 квадратов на 2 сотках земли. Этот небольшой домик Альберт Садыков построил 5 лет назад. В нем можно жить хоть круглый год. Говорит, повезло, что успел оформиться по дачной амнистии. Заполнил 2 декларации, через 2 недели получил документы на руки. Впервые воспользоваться плюсами дачной амнистии можно было с 2006 года. С того времени по упрощенке дачи оформили больше 740 тысяч татарстанцев. В их числе и Дмитрий Сычев. Он оформил жилье еще 10 лет назад. Подал документы своему председателю. Он пошел в кадастровый отдел, все оформили мне очень быстро. Буквально там за пару недель. Такие объявления об услугах кадастровых инженеров висят в дачных поселках чуть ли не на каждой улице. Так и намекаю, успейте воспользоваться предложением. Оно продлится до марта следующего года. Ну а после этого, как нам рассказали в Росреестре, процесс оформления дачных участков усложнится в разы. Если до марта следующего года достаточно обратиться в Росреестр, вызвать кадастрового инженера и оплатить пошлину в 350 рублей, то после включается уведомительная система, и шагов по оформлению становится больше. Соответственно, все происходит дольше. В случае, если объект не соответствует требованиям законодательства, орган направляет, в том числе и в орган регистрации прав, соответствующее уведомление, что построенный объект не соответствует требованиям законодательства. То есть порядок немножко посложнее, чем действует сейчас. Для оформления можно обратиться в любой МФЦ. Специалисты отмечают, дачная амнистия не распространяется на индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи.
Санатории компании «Татнефть» приглашают на отдых и оздоровление. Живописные пейзажи, чистейший воздух, современное медицинское оборудование, сбалансированное питание, отличная возможность провести время всей семьей и отдохнуть от суеты городской жизни. За здоровьем в санатории компании «Татнефть». Подробности по телефону в Альметьевске 38 63 98. Канавто на Минской увеличивает выгоды по трейд-ин до 50 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада» с максимальной выгодой до 139 590 рублей. Канавто. Минская, 1. «Лада Веста» с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Одно из лучших образований для одаренных детей в городе Казани в сети детских садов «Созвездие». Весной все непостоянно, а в марке стабильность. Datsun от 392 400 рублей. 3 года обслуживания в подарок. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. «Влада Канавто». Специальное предложение на автомобили 2019 года. Успей стать владельцем «Лада» с выгодой до 128 990 рублей. «Лада Канавто». Сибирский тракт, 48. 13 и 14 марта на Казанском ипподроме состоятся всероссийские соревнования на Кубок президента Республики Татарстан по конкуру. Начало в 10:00. В автоцентре «Марка» весенний сейл. Nissan с выгодой до 350 тысяч. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Новейшее оборудование, материалы и технологии на международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии с 17 по 19 марта на Казанской ярмарке. Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар. Сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Яршаллыда 17 март Сара Садыкова концертлар залы. Рәхим итегез. Здравствуйте! В студии София Егорова. В ближайшие несколько минут поговорим о погоде в Татарстане. И в начале выпуска полезная информация. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево прояснится. Вероятность осадков будет небольшой. Потеплеет плюс 4-6 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге дожди не ожидаются. А вот значительное потепление вполне, до плюс 7. Дождей не будет также и в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Будет тепло и сухо, плюс 6. Жителей Арска, Кукмара и Балтаси порадует сухая и очень теплая погода. Плюс 6 градусов. В Болгаре, Дрожжином, Буинске без осадков. Температурный фон повысится до плюс 9. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше тепло и без осадков. Плюс 6-7 градусов. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс с каплей сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. В столице республики ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны.
В дневные часы воздух прогреется до 8 градусов выше 0. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.